Сегодня аким области Махамбет Тосмухамбетов выступил с обращением жителям региона об усилении мер по борьбе с эпидемией в регионе текущей ситуации. Подробно рассказал о мерах, предпринимаемых для борьбы с вирусом. Уважаемые земляки, дорогие атраусы, мы прилагаем все усилия в целях недопущения распространения в регионе, охватившей весь мир, коронавирусной инфекции. С 30 марта в Атрау объявлен карантин. По территории области установлены ограничительные меры. Запрещено движение без основания, усиленные требования безопасности. Однако из-за сохранения угрозы распространения инфекции требования безопасности продлены. В то же время обеспечен доступ граждан к самым необходимым вещам. Своевременно объявленные чрезвычайное положение и карантинные меры остановили массовое распространение инфекции. Уважаемые земляки, мы столкнулись лицом к лицу с сложной ситуацией. В связи с этим выражаю особую благодарность жителям области за соблюдение правил самоизоляции, безопасности, за понимание и поддержку, за гражданскую и социальную ответственность. Сейчас усилены и меры поддержки со стороны государства. К сожалению, в последнее время повсеместно распространяется информация о том, что коронавируса нет, и это искусственно созданная ложь. Однако, если взять статистику по миру, то от вируса умерло почти 350 тысяч человек, а число заразившихся превысило 5 миллионов. Крупнейшие государства сами не могут справиться с болезнью. Это самое заразное и охватившее огромное количество людей в истории человечества заболевание. Вы все знаете о ситуации, сложившейся на Тенгизском месторождении. Несколько дней я лично ездил туда, чтобы проконтролировать ситуацию. Мною были даны соответствующие поручения. На сегодня положение стабилизируется. Свыше 18 тысяч сотрудников, отработавших вахты, были доставлены по домам. В противном случае ситуация на Тенгизе сейчас могла бы быть еще сложнее. Начиная с 27 апреля постепенно начали смягчаться карантинные требования. Было дано разрешение поэтапно приступить к работам во многих отраслях. В настоящее время открыто около 3700 объектов. Около 70 тысяч человек стабильно работают. Если ситуация по коронавирусу стабилизируется, то мы продолжим смягчение карантинных требований. Уважаемые земляки, хочу предупредить вас о том, что несмотря на то, что завершился режим чрезвычайного положения, карантинные меры сохраняются. Решением главного санитарного врача области карантин продлен до 8 июня. Также введен карантин в поселке Макат Макатского района и Жилойском районе с учетом эпидемиологической ситуации. Расслабляться еще рано. Понимаю, что в связи с жаркой погодой тяжело соблюдать масочный режим, но прошу проявить понимание, ведь это касается вашей собственной безопасности. Поэтому необходимо постоянно соблюдать осторожность. Выражаю благодарность медицинским работникам и сотрудникам полиции, которые находятся на переднем крае борьбы с инфекцией. В этот переходный период нам нужно проявлять друг другу понимание, поддержку, защиту. Вместе мы все преодолеем.